Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде прошли переговоры президента Туркменистана и премьер-министра Грузии. Председатель Халк Маслахаты дал интервью Евроньюз. Президент Ирана поздравил народ Туркменистана с наступлением священного месяца Ораза и другие новости. 19 марта Ашхабад примет международную конференцию «Международный год мира и доверия. Роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития». Об этом в ходе заседания правительства сообщил глава МИД Туркменистана Рашид Миредов. Программа конференции включает 5 тематических сессий, посвященных актуальным вопросам регионального сотрудничества. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе на встрече в Ашхабаде обсудили сотрудничество. Как подчеркивалось, туркмено-грузинские отношения, носящие традиционно дружественный и конструктивный характер, основаны на принципах равенства, взаимного уважения и доверия. Важным аспектом повестки межгосударственного диалога являются вопросы торгово-экономического сотрудничества. Здесь достигнуты положительные результаты взаимодействия в области энергетики, промышленности и здравоохранения. Одним из основных направлений двустороннего партнерства также выступает сфера транспорта и логистики. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов дал эксклюзивное интервью телеканалу Евроньюз. В ходе интервью были затронуты ключевые вопросы внутренней и внешней политики Туркменистана. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил туркменских женщин с Международным женским днем. В послании глава государства отметил, что туркменская женщина – опора семьи, олицетворение нравственной красоты и украшение наших очагов. А уважение к женщине и почитание ее достоинств являются национальными традициями туркменского народа. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в честь Международного женского дня подписал указ о награждении 253 туркменских женщин, родивших и воспитавших 8 и более детей почетным званием Энемяхри. Данная награда вручена за огромные заслуги матерей в деле формирования подрастающего поколения здоровыми и воодушевленными людьми, преданными отчизне и мужественному народу. Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил поздравительные послания президенту Сердару Бердымухамедову и председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову по случаю наступления священного месяца Ораза. В своих посланиях Пезешкиан отметил особую значимость этого месяца для всех мусульман. В Лондоне обсудили возможность реализации образовательных программ Лондонского университета в Туркменистане. Реализация программ позволит туркменским студентам получить дипломы международного образца, не покидая границ страны. Обсуждение состоялось на встрече в рамках заседания Туркмено-британского торгово-промышленного совета. В 2024 году Большая мечеть шейха Заеда в Абу-Даби достигла беспрецедентного уровня посещаемости, приняв более 6,5 миллионов гостей. Это число на 20% превысило показатели предыдущего года. Из общего числа посетителей 2,2 миллиона составили верующие, пришедшие на молитвы, а 4,2 миллиона – туристы. Китайские разработчики представили инновационную маску для лица, способную динамически изменять внешность человека. Устройство может воспроизводить 8 различных типов лиц и потенциально использоваться для обхода систем распознавания. Многослойная силиконовая маска полностью закрывает лицо и меняет внешность в режиме реального времени. Верхний слой, оснащенный нагревательными элементами и термохромными микрокапсулами, отвечает за изменение цвета кожи от светлого до темного. Туркменские теннисисты дебютируют на престижном международном турнире в Турции. В турецком Манавгате стартует командный чемпионат мира ITF Masters, в котором впервые примет участие сборная Туркменистана. Турнир соберет 126 команд, которые будут соревноваться в возрастных категориях 30, 35, 40 и 45 плюс лет. Туркменская команда выступит в категории 30 плюс, где за титул поборются 12 сборных, разделенных на 4 группы. Туркменистанцы попали в группу B вместе с командами Великобритании и Канады. Победители групп выйдут в плей-офф. В состав национальной команды вошли первая ракетка страны Юрий Рагузский, бронзовый призер Кубка Туркменистана 2024 Гурбанберды Гурбанбердыев, а также бывшие первые ракетки страны Александр Эрнипесов и Эзиз Давлетов, которые в 2013 году вместе выиграли Кубок Дэвиса в 4-й группе зоны Азии и Океании. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.